В самом начале месяца в Сочи прошла встреча министров иностранных дел Абхазии и России Олега Барцыца и Сергея Лаврова. Это уже вторая встреча двух министров за относительно короткий период. Напомним, что до этого они встречались в Москве 6 июня. В своем вступительном слове глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров поздравил народ Абхазии с праздником Днем Победы и независимости, а также отметил, что в последние недели отмечали серию других важных вех: 17-летие международного признания независимости, установление дипломатических отношений между нашими странами и заключение договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сергей Лавров сказал, цитата, что со своей стороны будем и далее оказывать суверенной независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов, сказал он. Также он выразил интерес к нескольким официальным зарубежным поездкам главы МИД Абхазии в ряд стран. С интересом ознакомимся с вашими впечатлениями, отметил Лавров. В свою очередь министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц отметил, что считает, цитата, крайне важной составляющей для нашего глобального сотрудничества – это сохранение высоких стандартов безопасности в регионе, что осуществляется при помощи наших российских союзников и коллег. В настоящее время проводится ряд мероприятий по взаимным учениям двух министерств обороны, отрабатываются элементы боевого слаживания, проводятся разнообразные тренинги. Для нас это еще один очень важный формат, который гарантирует защиту нашей страны от военно-политических рисков, сказал Барцыц. Далее глава абхазского внешнеполитического ведомства отметил, что для нас очень важным является фактор активного взаимодействия Министерств иностранных дел Абхазии и России. При помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и загранучреждений России мы активно реализуем нашу внешнеполитическую деятельность. Это всегда скоординированные действия, и всегда это происходит при помощи наших российских коллег. Вы совершенно справедливо заметили, что осуществлен ряд зарубежных визитов. О них, конечно, я расскажу позже, и это происходит при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации, за что мы весьма благодарны вам, сказал Барцыц. Министры также обсудили другое важное направление – это подписание плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы. Это еще одно подтверждение того, что межмидовское взаимодействие Абхазии и России проистекает очень интенсивно на высоком профессиональном уровне и всегда при союзническом и дружеском взаиморасположении, отметил глава абхазского МИД. К другим темам. Сочи с 29 сентября по 2 октября принимал Международный дискуссионный клуб «Валдай». Тема обсуждения в этом году – полицентричный мир и инструкция по применению. На пленарном заседании Валдая выступление российского президента Владимира Путина шло почти 4 часа. Не буду отрицать, сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия. Мы вступили в длительный период поиска, во многом движения на ощупь. Когда окончательно сформируется новая устойчивая система, ее каркас неизвестно, сказал Владимир Путин в этом выступлении. Российский лидер отметил, что общество в состоянии формирующейся многополярности находится в состоянии турбулентности, отдельно затронув и тему ООН, которой, по его словам, пока альтернативы нет. Часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Это стало общим местом. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует как минимум радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много, очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет. Это тоже надо признать. Проблема не в ООН на самом деле, ведь ее потенциальные возможности очень большие. Вопрос на самом деле в том, как мы сами, те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации, эти возможности используем. Спору нет, ООН сталкивается со сложностями. Как и любая организация сегодня, она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям. Не буду отрицать, сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия.
мы вступили в длительный период поиска во многом движения на ощупь. Нынешняя администрация Белого дома свои интересы и желания заявляет прямо, иногда, думаю, вы согласитесь со мной, иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков. Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны, так как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами. Одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США. И какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий, упорный, все же будет иметь целью сойтись, а это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны. В любых перипетиях Россия доказала одно – она была, есть и всегда будет. Ее роль в мире меняется, мы это понимаем, но она неизменно остается силой, без которой трудно, а часто и невозможно достичь ни гармонии, ни баланса. Безусловно, была затронута и тема встречи на Аляске. Не раскрывая секрет, кто же все-таки предложил встретиться Путину и Трампу именно на Аляске, президент России отметил само значение встречи. Вы начали с визита в Соединенные Штаты, на Аляску. Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже двухсторонней повестки, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом это уже хорошо. На мой взгляд, президент Трамп, мы знакомы с ним давно, он так любит и ипотировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушать, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой комфортный собеседник, я бы сказал. Вот. И то, что мы предприняли попытку поискать и найти возможные варианты решения украинского кризиса, на мой взгляд, это неплохо. Это первое. Второе, все-таки так или иначе, речь в этом случае шла, хоть и поверхностно, но о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не просто в тупике, а на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить. И мне кажется, что сам факт нашей встречи, сам факт визита, и я благодарен президенту за то, как он это организовал, все это все-таки такие знаки, направленные на то, чтобы подумать и о восстановлении двухсторонних отношений. И, на мой взгляд, это хорошо для всех, и для нас в двустороннем плане, и для всего международного сообщества. Продолжаем передачу. 4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы. В масштабах всей страны за грузинскую мечту, согласно данным ЦИК, проголосовали более 81% избирателей. В Тбилиси показатель партии составил 70%. Выборы, как сообщается, прошли при довольно слабой активности избирателей. Грузинская оппозиция до этого обещала в этот день вывести на улицы сотни тысяч людей и свергнуть, цитата, пророссийский режим. Именно так часто позиционируют грузинские оппозиционеры, представители правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее, как отмечают практически все эксперты и наблюдатели, победа грузинской мечты была вполне предсказуемая. Тем не менее, выборы в очередной раз продемонстрировали существующую напряженность в политических элитах Грузии. Этими проблемами остаются растущая усталость избирателей на фоне глубокого раскола в рядах политической элиты по вопросам дальнейшей стратегии развития отношений
с Россией и Западом и все большей радикализацию уличных протестов грузинских вечных революционеров. И в этот раз, конечно, без уличных протестов не обошлось. Организаторы состоявшегося в субботу вечером многотысячного митинга на площади Свободы в центре грузинской столицы, где осенью 2003 года начиналась революция роз, после произнесения пламенных антиправительственных речей решили провести толпу на штурм президентского дворца.